Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Но сегодня я хочу посвятить свое выступление вопросам, с которыми обращались наши земляки, туркменистанцы, которые касаются общих проблем. Значит, начну с того, что меня более всего задело. Ну, как задело? Так сказать, как-то я проникся. Я не знаю ее, Оля Чарыева выступала, и я думаю, что ее слезы были искренни, когда она просила: объединитесь, ради Родины объединитесь. И я обещал в прошлый раз, Оля, я не знаю отчества, я буду обращаться, Оля, вы можете просто обращаться ко мне, Гильды, то есть не имеет значения. Вот, значит, я, значит, в прошлый раз обещал отвечать, отвечаю. Почему, собственно говоря, это все происходит? В 2015 году мы выехали из Туркменистана. Мне было 65 лет тогда. Наша семья промучилась где-то с 2002 года. С 2002 года по 2015 год, пока тюрьмы, пока ВДНДП, пока мы не выездные, мы все видели, мы через все это прошли. И когда уже у нас, так сказать, и держало меня, я бы не предал бы лошадей, не то что люди. Я посвятил этому делу весь свой талант, и я бы никогда не бросил бы. Я и до сих пор ходил бы там, собирал колючку, кормил бы, я бы не бросил, честно говорю. Но уже вынужден был, и я понял, что вопрос стоит о том, что будут сажать и меня, то есть ему мало было того, что он народу показывал, что над такими людьми, как мы, он может помогать. То есть мы должны были быть предметом показательной казни. Поэтому мы стали наставить, наконец мы выбрали в 2015 году, уже переходя конкретно к ситуации. Мы вышли, здесь кто есть? Мы обрадовались, кто? Есть Тугбатуллин, так, это хроника Туркменистана, есть Мятиев, альтернативные новости, есть Аквель Сапар, есть Азатлык, так, есть люди, оппозиционеры, которые здесь были, но мы думали, что мы вырвались, и теперь мы в окружении единомышленников, друзей, мы вместе с ними, теперь мы встанем в один ряд, и мы будем бороться за эти права и свободы граждан Туркменистана, как мы и назвали свою организацию. Так? Потому что, пусть они говорят, я, например, не понимаю слова оппозиция. Какая может быть сейчас оппозиция? У нас ситуация сложнейшая. Так? Просто в политическом смысле это и есть. А так, начинать нужно с чего? Нужно начинать с защиты прав. И поэтому, когда мы стали работать, и здесь где-то в конце 16-го, в 17 году зарегистрировали мы свой сайт, начали работать. Но первым нас все-таки и встретил, и по-туркменски по-туркменски сказал, что готов помочь, это был Халмурат Союнов. Надо отдать должное, что он, да, действительно, он, так сказал, и даже помогал, сказал, готов взять в Швецию, вызвать, организовывал. И Нурмухамед Ханамов тоже так. Здесь семья есть, Хаджиев Анандурды и Бегмедова Тяджикуль тоже поздравили, так, что благополучно. Это значит, Тугбатуллин сам приехал в Москву к нам, Байрам Шихмурадов приезжал. Отозвались ребята. Мы были очень рады, мы думали, что наконец мы попали в то окружение. И мы начинаем работать. Представляете, вдруг нам из Ашхабада и из Москвы сообщает. Из Ашхабада сообщает, по-моему, учительница, это, учитель. Юля училась в 7-й школе в Ашхабаде, так, это англоязычная школа. И московские ребята сообщают о том, что руководитель Туркмен Ньюс, сейчас говорят, альтернативные новости, Руслан Мятиев на деньги грандодателей организовал расследование в отношении нашей семьи. Причем там поставлена задача, какого смысла должна быть информация.
Это о том, что родители Юли потомственные алкоголики, а я, значит, вот насильник. Вот я избиваю ее, и вот я вот семейный вот такой вот деспот, вот в таком смысле. Естественно, я сам по себе такой человек, я не оставляю никогда, я в лицо скажу то, что думаю. Я по жизни вот привык так. Поэтому, когда мы встретились в Вене, я тут же предъявил ему, я говорю, ты чем занимаешься? Ты с ума сошел? Он в отказ полный идет. Но он отказ, но у нас есть скрины его переписки. Мы сохранили это все. Вот ты представь, что ты вместо меня, например. Как ты отреагируешь? Что ты скажешь? Вот, ну ничего, мы думали, что мы вместе работаем. Он мне не друг, не враг, так? Теперь, значит, мы получили информацию о том, что в Ташаускской тюрьме произошел пожар. Мы заголовок дали в Одноклассники, что якобы, что вот есть информация о том, что горит Ташауская тюрьма. И тут же нам посылают фотографии под никнеймом Туркмензем. Так, вот эти вот фотографии, вот оттуда, вот как это горит. Но мы тут же выставили. Только мы выставили, нам тут же, значит, ребята сообщают, ребята, вас подставили, это фейк. Это было то ли в Узбекистане, то ли в Египте. Мы в YouTube не выставляли, быстро убрали, извинились, естественно. Вот что ты скажешь, Оля? Ну вот потом мы выясняем, что оказывается Туркмензем это один из никнеймов Юзгулер или Чемен-Öre. Ну так сказали, я не могу сейчас утверждать. Если бы я мог бы утверждать и был бы уверен, конечно, я бы спросил. Поэтому, ну, так оно и осталось. Или вот, предположим, я выступал в прошлый раз, я вот сказал про этого Мухаммеда Дюэджи. Мухаммед Дюэджи, так, он, значит, выступает, и я ему предъявил очень серьезное обвинение. Он сделал вид, что он не понял, он ответил на другие вопросы. Якобы я говорил про ружье, и он не так понял, так. Якобы я говорил про ООН, и он намекнул, что вот он на американцев рассчитывает, а мы ему якобы с русскими, так вот, за Россию. Так? И я ведь там его очень серьезные претензии к нему предъявил, что он предлагает геноцид в отношении центра Туркменистана, оставить весь Ахал без воды, чтобы они все умерли. Я ему поставил это, я ему сказал, но он на этот вопрос не ответил. И вот скажи мне, теперь вот ты сама поставь, что я должен, куда мне деваться? Да, я ахальский текинец. И за что они меня ненавидят? А что такое? В чем причина? Или когда выступает тот же самый этот, как и Мурат Хыдыров. Пальчик скривил, Гельдекяризов. Ты там что говоришь? Ну ладно-то, я думаю, что говорит, откуда взялся, я его даже знать не знаю. Он говорит, что он йомут, и потом он заявляет, да, приелись эти текинцы. Ну приелись, ладно, иди возглавь тогда, если народ тебе верит. И как быть, вот скажи мне, и что я теперь, куда я должен деваться от этого? То есть, посмотри, я хочу обратиться к тебе. Ты говоришь, призываешь объединиться, но в твоем призыве ведь есть и ответ на твой вопрос. Ты говоришь объединиться только потому, что ты четко осознаешь, что мы разобщены. Но говорить об этом якобы нельзя. Вот не надо говорить. И виноват тот, кто говорит о том, что есть межплеменная рознь, а не те, кто начинает говорить о том, что нужно убить. Вы можете поверить, чтобы какой-нибудь иранский туркмен не знал стихи Махтумкули? Вы сами прочитали. Помните, что говорил Махтумкули? Чтобы мы служили одному государству. А как прочитал это Дюэджи? Йомут языр там и вот так вот.
Он гения туркменского народа готов извратить. Это же надо так ненавидеть этот народ. Он в 2007 году появился. Объясните, вот я, например, не понимаю, как может появиться такой человек, которого устраивает диктатура Ниязова, и он даже говорил о том, что он якобы там он хотел какую-то партию зарегистрировать. А для чего? Чтобы сказать, что в Туркменистане есть многопартийность. Этот человек прятался за Онжик Мусаева. Пока Онжик Мусаев был жив, вернее, пока был жив Ниязов, и Онжик Мусаев был его главный холоп, облизывающий его руки, так, он мог там работать. Мало того, он мог не делиться. Он работал в Саудовской Аравии, баран переправил. Он работал, насколько я знаю, с Казак-Кичиичем работал в ветуправлении. А вот Бердымухамедову, несмотря на то, что тот был вице-премьер и курировал ветеринарию, вот с ним он не делился. Так? И как только умер Ниязов, он быстренько слинял, оказался в Канаде и отказался от туркменского гражданства. И как мне быть, скажи мне? Вот как я буду объединяться с человеком? Его одна диктатура устраивает, другая нет. Я не привык врать ни себе, ни людям. Оля, ну вот как быть, вот скажи, вот я не привык скрывать, например, свои мысли. Вот я, например, с 1975 года я занимался проблемой сдачи ахалцикинских лошадей на мясо. У туркмен нет ничего более известного и признанного в мире, так, вот то, чем он может гордиться, это лошадь, это ковры, это ихние алабаи, это махтумкули, дутар, но самое признанное в мире, так, нематериальное, духовно-культурное наследие – это лошадь. И я боролся за это. И я ходил везде, я сам везде об этом открыто говорил. Вот я вот, значит, я не скажу, что я вот прям вот читаю или слушаю то, что там у Аквель Сапара, там вот его выступление. Но вот мой один товарищ, он мне прислал, говорит, послушай. И вот там оказалось как раз вот выступление, можно сказать, предсмертное выступление руководителя оппозиции Туркменистана Абдыкулиева, Абда Вязовича Кулиева. Там есть фотографии. И вот все те люди, которых вы сейчас здесь видите, они все там есть. Что там я увидел, какой смысл я вынес из этого? Во-первых, конечно, это какое-то письмо обреченности и безысходности. Человек сказал, в конце концов, пришел к выводу, что если сами туркмены внутри Туркменистана не объединятся и не встанут против диктатуры, иначе диктатуру никто не сменит. Потому что все, кто находится здесь, оппозиционеры, они под различными предлогами. Они говорят, что они нет, это все. А на самом деле у всех одна болезнь. Они хотят стать у руля. Вот это его вывод. И вот из того, что сказал Абдыкулиев, я могу сделать один вывод только. Что да, действительно, те, кто ушел, они сразу же не могут поделить власть. И даже когда я пришел, вот первым, кто нам отозвался, пригласил, и вот готов был даже позвать в Швецию от имени всех своих вот детей, он 3 вот этих послал нам, он очень поддержал нас и морально, и все так. И, значит, он потом мне говорит, вот ты сейчас посередине, ты для всех на одинаковое. Давай соберемся, и вот что-то опять типа такого вот, значит, правительства в изгнании, вот что вот мы соберемся, оппозиция. Я говорю, Халмурат, когда я посмотрел, да, мы приехали в Вену, поговорили, я ему сразу сказал, ты знаешь, это все равно, что попытка собрать старую машину, напичкав ее китайскими запчастями. Это необъединяемые люди. Ни с кем из них я объединяться не намерен. Ни с кем. Ну, там 1, 2, 3 человека. Да. Больше никого нет.
Они как, это заклятые враги так не относятся друг к другу, как они. Ну вот посмотрите, ну что, вот, ну какая у меня вина? Ну да, я текинский ахалец. И что дальше? И что, меня за это убить надо, что ли? Вы посмотрите, вот выступает Хадыров, выступает тот же самый Мятеев. Все они выступают, все они говорят, вы обратите внимание. А этот самый парень, который начинал, Руслан Мятеев, о нем нигде не слышно. За веревочки дергает этот парень и его папа. Всех слышно, а его нет. Вы представьте себе на секунду степень коварства и такой наглухо забитой нацеленности, что человек упрямо идет к этой цели, и там цель номер один. Что угодно, только не текинец. Я еще не успел выйти. Один здесь, значит, это как его правозащитник, взял, встретился с одним, тот тоже парень вышел пораньше меня, он ему сказал: слушай, вот сейчас Гильдык Аризов тоже, вот наконец-то они добились, они сюда приезжают. Он ему говорит: что вы делаете? Вы кого выпускаете? Вы кого добиваете, чтобы он приехал? Вот сейчас он выйдет, американцы дадут ему 30 миллионов, и опять руководить государством будет текинец. Вот поэтому, Оля, я к тебе обращаюсь и говорю, и как я должен довериться, вот, а что я сделал тому же самому Хадырову, что ему надоели, оказывается, текинцы, или этому человеку, или это вот Туркмензем, я ее знать не знаю, так? Или этому Мятееву, который втихаря сейчас пытается манипулировать всеми, или этому Дюеджи. А что у меня было такое, что? Им, оказывается, надоели текинцы. Нужно, чтобы руководителем был Юмут. Ну, если народ признает, пожалуйста. А вы хотите сказать, что не был? Был же Балшавезов. По-моему, он лет 12 был. Так? Что, как будто бы не было. Зачем так говорить? Теперь я попробую ответить на вопрос. Вот тоже один джигит туркменский, Гараумли, вот я не знаю полностью, но он вот, видел мое выступление. И он сказал, что вот по поводу того, что я сказал, когда говорят, что вот, значит, вот будущее за нашей молодежью, я говорю, какое будущее? У них отняли будущее, у них отняли образование. Он говорит: нет, Гелла, говорит, насчет образования, говорит, я не согласен, а вот все остальное респект. Вот послушай внимательно, Арумли, давай я к тебе так буду обращаться. Но даже если кто-то тебе и говорит, что это вот управлять этим государством как будто как какой-то небольшой фирмой или одна улица Пекина, я не знаю, с какими знаниями и с каким миропредставлением этот человек намерен руководить государством в формате одной улицы Пекина. Но я учился в том же университете, я закончил экономист, он где-то на курс на 2 младше был. Так? Я в такие вещи не верю. А потом он тут же сам опровергает же, ведь вместе с Халмурадом они сидят и говорят, что вот 2-3 поколения наших ребят остались необразованные. И я согласен с ними. Да, именно так. Да, я говорю об этих мальчишках, девчонках, которых гоняли вот по всем этим чаре, вот с этими плакатами. Так? Это была нацеленная акция снижения интеллектуального потенциала нации, чтобы иметь вот этих вот зомбированных рабов. Но это же ведь факт. Да, ты, предположим, закончил военную академию. Ну, честь тебе и хвала, молодец. Но ведь ты представь себе вот только границу Туркменистана. Вот, предположим, тебе доверили границу. Это сколько тысяч километров? Сколько погранзастав? Сколько руководителей? И мы же не можем набрать этих ребят. Вот, ну, нужно, кадры решают все. А? Есть внутренняя политика, есть внешняя политика. Есть экономика, есть социальная сфера, есть политика внешняя. Но есть технологии отраслей промышленности. Ну а как быть-то?
Кто сказал, что не должно быть науки, не должно быть образования? А где эти люди? Они есть у нас, остались. Но это же ведь последние могикане. Это те, которые спрятались там в парламенте или где-нибудь сидят. Им уже по 50, по 60, может кому-то 70 лет. Их держат просто как это, чтобы показать, что они есть. Это последнее. Если мы потеряем этих людей, которые могут давать это образование, для нас это очень большая утрата, потому что ваше поколение уже не обладает этим опытом. Хотите вы этого признавать или нет? Это очень серьезный вопрос. Да, кстати, Раумли, я вот еще хочу сказать о том, что ты правильно сказал, когда выступил на кладбище. Потому что, но нельзя это превращать в пафос, нельзя превращать в какое-то шоу. И твои слова о том, что давайте не будем дальше вот это вот из этого, вот эти вот телевизионные интриги туда-сюда, вот я считаю, что ты поступил правильно и с точки зрения туркменской этики, и с точки зрения, мы все-таки мусульмане, и с точки зрения исламской этики. Так, это было сказано правильно. Теперь вот есть парень, которого я вынужден ему отвечать, Пяльван, он разговаривал с Халмурадом. Халмурад, значит, на свой день рождения сказал, что у него нет сына, и вот давай ты будешь моим названным сыном. Вот. И первый вопрос, который он ему задает, говорит, Халмурад кака, он говорит, так называй меня. Почему вы расстались с Гильдикяризмом? Халмурад какамın şöyle doğru vermek istedim. Öňler Gildikärizi filan işlesädiňiz, şolunny siziň etdiňiňizde garşyrak sözler aýtdy, ol näme üçin beýle diýdik ha? Я считаю, очень разумный и правильный вопрос. Говорит о том, что парень думающий. То есть как это так вот? Люди 3 года вместе работали и расстались, и все, и до свидания. Пяльван, я тебе объясню. Раз уже ты задал вопрос, будь любезен выслушать обе стороны. Так? Халмурад с нами работал. Значит, мы готовили выступление. Выступление было связано с тем, что Какамрат Хадыров позволил себе оскорбительные высказывания в наш адрес. И я готовил это выступление. Халмурад там тоже хорохорился, я его туда-сюда. Вот. Но это уже было после того, как вот запустили фейк о смерти Бердымухамедова. Вот к этому времени Халмурад начал меняться каким-то образом. Теперь, но Юля выступила, сказала, я тоже, значит, готовил выступление. Халмурад мне говорит, подожди, я вот сейчас на зомбомонахе выступаю, и я его сейчас как вот семечки расщелкаю, я сейчас вот перышко к перышку, я сейчас все разложу. Я говорю, Халмурад, зачем? Это же меня касается, зачем ты? Нет, вот ты дай мне это, говорит, это меня тоже касается, это вот мы же команда, ну как ему отказать, ты меня прости. Значит, он вышел там, и вместо этого он там вдруг сообщает о том, что вот он первыми вот с чужого сайта сообщает, что он хочет провести вот флешмоб. Я по этому поводу с ним ничего не говорил, но Юлю это возмутило. Она ему позвонила и сказала, Халмурад, а почему ты с чужого сайта сообщаешь о такой серьезной новости? Так? Как это так? Кроме того, там стоял вопрос о том, что выступала с сайта Акбель-Сапара, выступала его дочь. И мы ему сказали, ты все-таки должен разобраться, Халмурад, мы же команда. Если надо, подай на нее в суд. Потому что идут разные разговоры, что это нужно прекращать. Вот. Но он сказал, вот мы приедем туда-сюда. Но это его дело. Настаивать мы тоже не можем, это же все-таки семья. Буквально перед этим, вот как он начал выступать, когда Дюеджи начал говорить о том, что нужно
значит, центр, Ахал оставить без воды, чтобы они все предложил геноцид целого региона, я Халмураду сказал: ты либо с ним общайся, либо с нами. Я этому человеку никогда не прощу таких призывов. Геноцида в отношении целого региона, центра тем более. И они вроде бы расстались. Теперь перед этим самым выступлением на Зомба-Монахе он там что-то говорит, и я почувствовал нотки. Я почувствовал просто, что что-то не так с ним. Я ему посмотрел в глаза и говорю: Халмурат, честно скажи, когда ты последний раз разговаривал с Дуеджи? Он вот так вот сделал, он отвернул лицо, он мне в глаза не смотрел. Он вот так вот сделал. Ай, когда это было? Мне не надо объяснять. Я привык работать с бессловесными животными. Мне это объяснять не надо. И это не только меня касается. Все, кто был руководителем, у них интуиция развита. Я понял, что он врет. После этого он выступает, Юлия его спрашивает: Халмурат, а почему такую серьезную тему, почему такой серьезный месседж ты сообщаешь через чужой сайт? Как это так? Мы же работаем вместе. А что я перед вами отчитываться должен, что ли? То есть он ей нагрубил, в принципе. Но со мной у него разговора не было. На этом все закончилось. На следующий день он выступает. Мы снимаем, мы берем это. Я еще с ним разговариваю. Я говорю: да, пришли. Он присылается. Рядом с ним стоит его дочь. У него в руках плакат с этим обращением Какамурада Хадырова. Вот. Что якобы мы не рабы, а мы вот люди. Мы закрыли ее лицо, а остальных всех показали. А как это не сделать, ты мне объясни. Я, во-первых, у меня нет никакого пиетета по отношению к ней, потому что это человек, который писал в прокуратуру на своего родного отца. И мы с ней разговаривали. Где гарантия, что она завтра не напишет на меня? Поэтому мы ее закрыли. И сам по себе вот этот вот месседж, который посылал Какамурат Хадыров, он какой-то двойственный, неуверенный, так нельзя. Точно так же, как и вот это вот то, что сделал Халмурат Гуммон. Это что, две соседки ругаются между собой, то же самое Гуммон. Там, айер чекен, бар йокпол, Гуммон. Ну, также, это кому? Гурбангули, Берда Мухамедов, Гуммон. А мало ли там у него этих, как его, тезки могут быть или еще что. То есть должен быть от кого-то, кому-то и конкретный месседж, должно быть послание. И вот теперь ты сам подумай, значит, 3 года этот человек говорит, народ имеет право, теперь он, значит, ставит, мы не рабы, мы тут же стали смотреть, что произошло, откуда такая метаморфоза. Мы смотрим, у него в друзьях появился Какамурат Хадыров. И как мне поступать после этого? Он говорит о парламенте. Про парламент мы говорили. Я ему объяснил, парламент как государственное образование, парламентская республика, как форма государственного управления, возможно в развитых государствах, с развитой экономикой, социальной сферой и так далее. Там, где есть достаточный интеллектуальный пласт, так, чтобы народ мог как-то ориентироваться. В нашем случае это закончится гражданской войной. Это ливийский сценарий, хаос. Я им объяснил, ну он да, сказал и все. Но для меня его поступок, когда он сказал, что он выступит в мою защиту, а на самом деле потом вышел с плакатом человека, который оскорбил мою семью, так, но это предательство. И как я должен был поступить, Пяльван? Человек, уважающий себя, никогда не прощает предательства. Кто предал однажды, предаст 2-й раз. Поэтому вот, по поводу Халмурада, чтобы это было полноценное у тебя сведения, умей выслушивать обе стороны. Потому что как ко мне будут относиться люди, если я прощаю предательство?
Мне же верить перестанут. Теперь по поводу вот, значит, наших двух героев последнего времени, так, вот это вот Халмурат Союнов и это Сапар Иклимов, об их выступлениях. Вот, тоже хотел коснуться. Почему-то все эти разговоры вот на фоне этого коронавируса, на фоне вот этих вот смертей, и все это как-то вот накрутилось, давай вперед, вот мы возьмем там и так далее, что вот за 6 месяцев что-то случится. Я, в принципе, старше их обоих, так? Но я не верю в это, во-первых. А потом вот если в прошлом году я вынужден был останавливать вот эти вот провокативные действия людей, которые зазывали, говорили, что за 6 месяцев сменится власть в Туркменистане, это прошло. Теперь какой-то новый вот сумбур, веяние. И от кого? Взрослые люди, так? Вроде бы, это как его, в этой оппозиции чуть ли не 30 лет. И они тоже давай вперед, там значит, мы придем там за 6 месяцев. Мало того, Халмурат, ты себя там ставишь политиком или парламентарием. Ну, Сапар, ладно, значит, он макроэкономист, он за экономику готов отвечать. А ты меня прости, и ты еще заявляешь о том, что ты вот целиком и полностью берешь на себя ответственность за первые 3 месяца переходного периода, вот если сменится власть там в Туркменистане, а? И кого ты там хочешь. Я вот слушаю вас двоих, так? У меня четкое вот осознание, что разговаривают 2 человека, которые подвержены уже влиянию фактора старческой деменции. У вас что, с головой плохо? Вы о чем говорите? Ты куда хочешь со своим 8-классным образованием возглавить этот народ? Но я понимаю, ладно, это в советское время было. Ты прямо от шашлычного мангала с 8-классным образованием сказали: ай, давай, Халмурат, ты молодой парень тогда там, так? Это еще было постсоветское время, тогда можем. Но сейчас уже 30 лет государства, 30 лет независимое государство. Ты куда лезешь? А? Тебе не стыдно? Слушай, там же ведь есть люди образованные. Да, они спрятались, они молчат. И ты будешь отвечать вот за эту страну за первые 3 месяца, а потом ты еще год будешь отвечать. А потом вы устроите парламентскую республику. И ты будешь, значит, управлять, ты вместе с афганцами, так, у тебя 25 тысяч афганцев, и ты берешь на себя ответственность. Какие афганцы? Халмурат, у тебя голова не болит? Им сейчас самому молодому 60, а может кому-то 70, и половины, возможно, нет из них уже. А в условиях Туркменистана с этими болезнями, с этой радиацией, они уже с детьми, с внуками. И куда ты, на какой бюджет ты хочешь посадить? 25 тысяч человек. Мало нам там, что 120 тысяч у Милюкова были вот эти вот МВД на бюджете, да? Ты еще 25 тысяч вот этих вот афганцев, ты им веришь, так? Ты им веришь. И что народ должен из бюджета теперь и на них растратиться на эти 3 месяца. А я не верю, Халмурат. Я видел твоих афганцев в тюрьме. Но мне не встретились такие афганцы, которые говорят: давай. Вот ты, когда говоришь, в твоих словах отчетливо видна твоя безответственность. Зачем вот это вот? Зачем такие игры с народом? Вы о чем говорите? Я вот тебя слушаю, Халмурат. Ну, у тебя где-то у тебя что-то сломалось. У тебя совесть есть хоть грамм? Но вот с каким умом, с какой совестью,
А? Ты со своим 8-классным образованием хочешь управлять этим государством. Не 3 месяца, 3 дня, 3 часа. А? Вот вместе с этими афганцами, половина из них инвалиды, кто жив, кто не жив, неизвестно. Это на фоне этих людей. Ты же знаешь, что ведь там в парламенте есть светила. Да, они старые. И они боятся, они пригнулись, лишь бы их не трогали. Вот там в парламенте и в других сферах еще остались эти светила, которые читали лекции. Не во всяком институте Советского Союза читали такие лекции, какие читали эти люди. И ты без стыда, без совести лезешь вперед их? Я вообще, честно говоря, ты знаешь, все что угодно думал о тебе. Но что ты дойдешь до такой наглости, до такого бесстыдства, я себе даже представить не мог. Ты что, племя дикарей будешь возглавлять, что ли, в Туркменистане? А? Ты хочешь сказать, что Туркменистан это тамбу-ямбу, вот так вот травой себя окружили, бегают там с копьями? Ты там будешь, что ли, руководить? Это второй вопрос. А первый вопрос, это касается и себя, Сапар. Сапар Аклием, вы как собираетесь прийти в Туркменистан? Ну-ка, объясните мне. Вы оба добровольно отказались от туркменского гражданства. И как вы хотите прийти в Туркменистан? Каким образом это возможно? Вы для этого, что ли? Вот то, что вы делаете вообще, вот по большому счету, называется прогнозируемое программирование. Вы программируете этот народ. Ужас, беда, голод, пожар, разруха. Вы моделируете ситуацию для того, чтобы вот эти вот необразованные или вот эти вот голодные, да, они действительно голодные, чтобы они пошли, и что они сделают? А? Эти люди вам что, должны открыть дорогу? Официально вы не придете. То есть вы должны взять визу, визу вам не дадут. Эти люди должны прийти, и что они должны сделать? Сменить власть, и кто-то вам должен дать гражданство. И Сапару Иклимову, и Халмураду Союнову. Так выходит, что ли? Вы для этого крутите этот народ, нагнетаете. Да, действительно, ситуация сложная, но это в регионах. Это в регионах. И Бердымухамедов не идиот, как вы хотите сказать. Он центр держит так, чтобы он за него был. И Балканы так там смотришь, идут, там помогают. Он же там совершенно разная ситуация. И потом, даже если все регионы вы подымете, из них часть только подымется, вы же ничего не решите без центра. А? Кто вам это даст и на каком основании? Кто должен вам подписать, что вы граждане Туркменистана? Где, откуда взять это? Это когда вы будете делать? И сколько времени народ должен ждать, что кто-то придет, сменится, парламент ли это будет? А ты, как говоришь, Халмурат, это может быть 3 месяца, а может быть это будет год. И если народ потом пожелает, он проведет референдум, значит, то ли это парламентская республика, то ли это, значит, будет президентская республика. Ну вот тогда ты там, значит, на 5 лет или еще что-то там будешь. Это сколько времени нужно ждать? И кто потом будет это решать? Вопрос о вашем гражданстве, он же висит. Теперь по поводу парламентской республики. Вот это вот такая вот, это такая замануха, обманка так называемая, так? Ты почему не рассказываешь, что в президентских республиках, да, бывает вот и авторитаризм, и диктаторство, а фашизм изначально родился в парламентских республиках. Ефрейтор, необразованный ефрейтор Адольф Гитлер возглавил Германию, стал фюрером, так, из парламентской Германии.
а его главным сподвижником стал Муссолини из парламентской Италии. Кто тебе сказал, что парламент – это панацея, спасение? Ты что лапшу вешаешь народу? А? Какой парламентаризм? Сейчас президент, у него там в окружении 1000 человек, а ты говоришь парламент. Где этот будет парламент? Ты для чего задумал это слово парламент? Чего ж ты честно не скажешь? Что ты работаешь в том же русле, что и ты работал с Союновым, так? И с тем же самым своим родственником, Дюеджи, которого диктатура Ниязова устраивала до 2007 года, а вот диктатура Харамдага его не устраивает. Чего ж ты не скажешь, что главная цель-то сделать такую расстановку математическую, когда будет 4 против 1. То есть 4 региона будут против центра, против Ахала. Так? И вот тогда у вас шансов возглавить парламент. Да, парламент есть, но ты меня извини, парламент в Германии, вон она 15 лет сидит, женщина. И до нее Шредер был, тоже неограниченное число лет. Где гарантия? У парламента есть свои плюсы, есть свои минусы. И главный его минус – это в том, что парламентская республика – это республика со сложившейся демократией. А в наших условиях, когда мы друг друга готовы зарезать из-за того, что один готовый убить без воды, из-за того, что один ахалец, а другой юмут, так? И когда вот эти межплеменные противоречия не решены, так? Ты предлагаешь построить парламентскую республику. Чего ж ты прямо не скажешь? А? Чего ж ты прямо не заявишь? И ты, Сапар, не думай, что ты будешь им манипулировать вот так вот. Ай, Халмурада тоже, если надо, мы остановим. Ничего ты его не остановишь, ты его плохо знаешь. Это тебе кажется, что ты им манипулируешь. Ты его не остановишь. У этого человека, ты знаешь, вот после его выступления нет ни стыда, ни совести. Надо же вот так вот. Если ты хотел быть политиком, если ты хотел быть парламентарием, Халмурат, ты в 36 лет уехал из страны. А? Чего ж ты не выучился? Юрист, экономист, чего ж ты не выучился? Почему ты ни одному своему ребенку не дал высшего образования, если ты хочешь вернуться обратно? Тогда бы эти дети, они могли бы дать действительно помощь оказать Туркменистану. А? Вот ты говоришь, что надо, значит, вот придем мы там, разберемся, мы там люстрацию. Конечно, будет люстрация, а как же? Будет люстрация, никто это не отрицает. Все откроем. Так? Но они нам недосягаемы сейчас. Есть несколько человек досягаемых. Вот, например, ты. Это ты предлагал нам Ниязов, ты за него голосовал. Так? Это ты всем говорил, что он вот такой человек. Ты ошибся, ты один раз ошибся. В 2007 году ты, когда, значит, сказал, давайте посмотрим, этот новый, он, может быть, он будет такой. Ты второй раз. А где гарантия, что ты 3-й раз не ошибешься? А? Кстати, Сапар, ты тоже в 2007 году закрыл свой сайт. Непонятно по какой причине. Так вот, я к тебе обращаюсь. Не в форме люстрации. Ты голосовал за эти законы, но жить там не остался. Ты уже слинял. Ты был в России в 92-м, а в 93-м году ты был уже в Швеции. И по этим законам, за которые ты проголосовал, жил я. Жила моя семья. Это мы страдали за те законы, за которые ты голосовал. Это я прошел тюрьму, и меня чуть не убили. Чуть моя семья не погибла. Из-за этих законов, за которые ты проголосовал. А? Ты одну семью нормально не смог воспитать. Одну семью, на тебя пишут там они, в прокуратуру пишут. И ты хочешь взяться за народ?
Сперва 3 месяца, потом год, потом 5. У тебя крыша съехала, что ли? Ты с таким имиджем, слушай, ну как ты можешь такое говорить? Ну ладно, ты, предположим, оппозиционер. Ну ради бога, ты оппозиционер. Ну какой ты, извини меня, к херам политик? Это ты политик? Сапар, да, он экономист, это я знаю, он учился, я его видел, я его потом вспомнил. Ну ты какой ты политик? И какую политику ты проповедуешь? Ты еще туда не пришел, ты уже делишь. А? И чем твое диктаторство лучше диктаторства этого самого Бердымухамедова? Ты доверяешь не народу и рассчитываешь не на народ. Ты доверяешь своим, оказывается, афганцам. А народ должен еще из бюджета и афганцам тоже заплатить. Так что ли выходит? Поэтому, Хан-Мурат, когда ты говоришь про афганцев, ну кто 60, кто 70, так, кто инвалид, это раз. Потом, Сапар, ты говоришь про то, что вот народ встанет, поддержит вас. Кто? Солдаты, ты знаешь, что солдаты где находятся? Солдаты вон на границах, у них оружия даже нет. Их не просто так стреляют, им даже патрон не дают. Ты не в курсе? Потому что вас 30 лет нет в стране. Вы у меня спросите, если не знаете, я 5 лет назад приехал. Эти мальчишки вам ничем не помогут со своими деревянными палками, с которыми они ходят. А эти, которые работают в системе МВД, они в равной степени повязаны в коррупции и даже в крови. Им всем можно грабить, им всем можно насиловать, им все прощается. Вы на кого рассчитываете? Вы хотите сказать, что они встанут на вашу сторону? Вплоть до участкового они платят баксы для того, чтобы стать участковым. И тогда он может грабить. И тогда он может ставить налог на этот киоск, на этот еще на что-нибудь, на прокатный пункт. Они же все там повязаны. Зачем вы им нужны? И зачем они будут вставать на вашу сторону? Я вот в прошлый раз тоже вот выступил и сказал, я думал, вы как-то все-таки отзоветесь на это, когда я вам сказал, давайте говорить правду. Давайте прекращать политическое лицемерие. У туркмен есть такой вот типа анекдота. У одного был сын, ну мальчишка обсыкался, но энурез был у него, так? Он ночью просыпается ребенок утром, но он описался, так? Ну, привели его к мулле. Мулла прочитал, сказал, ай, амин, Аллаху акбар, все, давай, идите, все будет нормально. На следующее утро проснулись, а он обосрался. Вы вот точно так же, вам говоришь, слушай, народ не готов. Вы куда толкаете людей? Это ложь, зачем? Вы что из себя строите там, слушайте, Ленина, там этого, вот это вот черта, народ, значит, жить не может по-старому, верхи не могут править по-старому. А? Вы что, первоисточники решили вспомнить, что ли? А? О чем вы говорите? Еще только сталинской кепки не хватает, Хан-Мурат, и броневика. Вот на ваш белый террор, наш красный террор. Крыша снесло, что ли, вам? И зачем эта вся показуха? Сапар, я уже говорил, я был там в тюрьме, я останавливал Бориса. Я послал Юлю. И это не ложь, это правда. Это был очень большой риск. Потому что я был в стране, а Бориса не было тогда.
Это такие, как вы, подгоняли его. Понятно? Я сказал, не готов народ. Народ еще не выйдет. Борис, не приезжай. И они же поехали. Там и твои братья были. Ты хочешь сказать, что ты не несешь ответственности за это? А? Ты не хочешь осознавать этого? И сейчас я вам говорю, народ не готов. Что вы делаете? Вы занимаетесь моделированием ситуации. Прогнозируем программированием. О, умирают. Завтра будет пожар. Да, да, действительно тяжелая ситуация. А что, в 90-х годах такого не было? У туркмен есть пословица. Аштаган өлмел, алгасан өлер. Умрет не тот, кто проголодался, а умрет тот, кто впал в панику, в истерику. А что истерить-то? Вы таким образом хотите пробиться во власть? Это что за игра такая с народом? Это вы его так уважаете? И что это за спектакль такой? Это что, народ должен пойти пролить кровь для того, чтобы вы прошли границу? Для того, чтобы вы получили туркменское гражданство? Ну разве можно так себя вести? Это не просто безответственность. А? Это очень циничное отношение к народу, к судьбам людей. Вы так легко относитесь к этому? Либо что-то там задело с этим коронавирусом, не дай Аллах, конечно, я не желаю вам это. Либо у вас какое-то весеннее поветрие, изменения пошли уже. Вы что, соображаете, что вы делаете? Вы куда толкаете народ? Это же лично ваш интерес. Народу нужно дать сейчас хлеба, нужно помочь с этим. И вы хотите сказать, что если будет разруха, если вы придете к власти, да, некоторое время будет там трудно, и вы потом всех накормите, да? Никого вы не накормите. Никого вы так не накормите, пока не будет нормального образа жизни. Пока народ сам не будет готов к этому. Никогда вы не накормите. Почему я говорю об ответственности, Халмурат? Я никогда не прятался ни за чью спину. В 1975 году я был на 3-м курсе университета. И я сын заведующего политической кафедрой в мединституте. Так? Я отказался вступать в Компартию. Я не знаю, Сапар тоже учился. Вступил, не вступил, сам скажет, пускай. Так? Но ведь, когда я говорю об ответственности, это же ведь не только меня касается. Я сам за себя отвечал. Я везде, даже когда боролся против сдачи лошадей на мясо, я приходил и к директору ипподрома, и к начальнику отдела коневодства Базарбаеву, и замминистру Ерофееву, и даже к отцу Гуванча Джумаева, он в Совмине работал, так, начальником сельхозуправления. Я написал письмо о том, что вот туркмены не едят лошадь. Он меня встретил, он так в насмешливом тоне мне стал говорить, а я ведь кончил и торговый техникум, и университет, и я некоторое время работал в Минторге. Он в таком насмешливом тоне говорит, а я и не знал, что у нас есть такие специалисты, любители. Ну давай, говорит, вот оставь этот, как его, Минторг, и вот перейди работать вот на ипподроме. Я говорю, зря вы ерничаете, Джумала. Я 3 месяца проработал в Минторге, пришел к директору конзавода Размамеду Аличу Чарееву. Поднимите трубку, поговорите. Приходил к вам Кяризов? Я пришел ему и сказал, что у меня есть экономическое образование, возьмите меня на работу, но позвольте мне заниматься своим любимым делом. Я хочу работать в селекционном отделе. Я хотел заниматься селекцией лошадей. Он не взял меня на работу. Я год не проработал там. У меня друг был в совхозе Ербент, так, в Бахардоке, совхоз Ербент.
Они там посадили люцерну, он говорит, Гильды, говорит, вот здесь вот огромные люцерновые поля, приходи, попробуй, может, на работу возьмет тебя. Я туда летел на самолете Ан-2, а возвращался на вертолете. Прилетел я к директору этого совхоза. Пустой там там людей нет в этом, ни в бухгалтерии, нигде. Один такой темнолицый, видать, хороший такой наркоман плотный. Я к нему пришел, я говорю, слушай, я вот экономист, возьми меня экономистом. У тебя есть люцерна. Если ты возьмешь вот там 3-4 кобылы, я тебе сделаю хороший табун. Ты будешь скакать, все. Он на меня смотрел как на дурака. И он меня не взял на работу. Я всего добивался сам. И тогда, когда мы поднимали этот вопрос, я тебе 100 раз рассказывал, Халмурат. Я никого не видел вокруг себя. Я никого не видел. Вокруг меня был Язберды Оджиев из колхоза имени Чкалова, так, Марийской области. Аман Тельпекчи из Тахтабазара. Был Гельде Анналиев из Гёктопинского колхоза Максим Горького. Ветеран войны был Атебешер. Был Мехмед Аман Бабаев из Кизиларвата, ты его знаешь прекрасно. Режиссер фильма «История одного пробега». Был сын секретаря ЦК Худайбердыева, Яскули Худай, Ташли Худайбердыев, комсомолец. Вот они поддержали нас, эти ребята. Вот. И еще были люди. Эти люди подключились, но мы провели информационную работу. Мы выпустили фильм. Весь Союз отреагировал. И тогда позвонили Ниязову, он только пришел. Позвонили Ниязову, что он сделал? Он меня продержал весь день в ОБХС республики вместе, и на нас возбудили уголовное дело. В том числе на этого ветерана войны. Я тебе много рассказывал об этом. Но уже информационная волна поднялась. И вышли газеты снова. И снова оттуда из центра пришел звонок Ниязову. И он вынужден был изменить устав сельхозартели от 1935 года, запрещающий держать туркменам лошадей на частном подворье. Запрет был. Дорогие туркменистанцы, во всех республиках можно было, а туркменам нельзя было, в Туркменистане нельзя было. Это единственный случай в истории Советского Союза, когда по требованию диссидентов в какой-то отрасли народного хозяйства была принята реформа. Была принята реформа. Нам разрешили держать лошадь на час, а это 1986 год. Жалтаксана не было еще в Казахстане. Я об этом рассказывал тебе. А ты сейчас что устраиваешь? Ты что хочешь, шапкозакидательством взять, что ли, страну? Ни образования, ни знаний, слушай, совесть ты имей в конце концов. Ты думаешь, просто так тебе Сапар Мурадов намекает? Пошли со мной через Узбекистан. Ты дураком прикидываешься, что ты не слышишь? Ты не понимаешь, на что он намекает? Он намекает, что вы уже пробовали. Абдукулиеву пообещали. 4 человека должно было уйти через Узбекистан, а ушло 2. А 2 остались. Они живы. Среди этих 2 ты. А те, которые 2 ушли, одного из них повесили, встретили прямо там на трапе самолета в Узбекистане и повесили в тюрьме. А другой потом отсидел 10 или сколько, еле-еле и тоже умер. Вот он на что тебе намекает. И вот эта вот шапка закидательства, безответственность, вот этим и кончается. Сапар, ты когда вот разговариваешь, ты очень грубо, почему-то угрожающе разговариваешь так вот, что Халмурат, вот ты так мне не говори, это меня злит, я могу, если я разозлюсь, ух ты прям такой опасный, да?
И что ты сделаешь? Ты говоришь, вот пусть скажет в лицо, я тебе в лицо говорю, что вы занимаетесь политической аферой, что вы готовы утопить в крови народ, и что однажды ты к этому уже имел дело. Пятикратный я ему матом отвечаю. Да я 10-кратный знаю, это что за разговор? А? Зачем эта грубость? Если ты действительно беспокоишься о народе, то ты сперва подумай о том, чтобы как его в живых оставить. А? Açlığın ölmez, anlasan ölür. Ты дай ему выжить. Это же ребенок еще. Вот это вот, вы 30 лет чем занимались? А? Где это гражданское общество? Где это информационное сопротивление? Где оно было? Да, вы выступали по сайту. А ты что закрыл тогда свой сайт? Зачем ты его закрыл? А? Надо было продолжать. Я когда тебе звонил, я приехал, я тебе звонил, ты мне что сказал? Ай, ты это пока не поймешь. Через 5, через 10, через 20, через 30 лет. Это вот это твое понятие? Вот то, что ты сейчас делаешь? Вот это вот понятие я должен был понять. Ты об этом говорил? Или у тебя еще какие-то особенные там ходы есть? Где эти люди? Вот 5 лет, за эти 5 лет люди поняли, что такое информационная война. И да, общество отрефлексировало. И да, появились люди. Ты вот любишь говорить различные там анекдоты или эти свое понимание проституции там и так далее. Я тебе скажу более конкретное про проституток. Проститутки самые суровые и самые сентиментальные существа. Вот в вашем случае это некий симбиоз. Ты прям такой брутальный и суровый, а Халмурат, он такой вот сентиментальный, мягкий, он такой прям вот интеллигентный, он доходчивый, прям он подобострастный, и он прям всем готов помочь, и это вот наш долг там и так далее. Но народ не глупый, он все равно разберется. И куда вы хотите деть этот народ? Объясните мне. А? Вот сейчас вы говорите об этом. Вот что из себя представляет это гражданское общество? Вот эти вот ребята, вот, которые голодные там, да, они, потому что, да, власть знает, как разделять общество. И что? Вот эти вот люди, которые сейчас появились, но это же единицы. Вот эта гражданская активность, которая есть, которой вы сейчас спешите, вы просто на цапку-царапку, вы спешите их сейчас перехватить. А это же ведь ребенок, это еще ребенок, грудной ребенок, он в колыбели, оно только рождается, гражданская активность. И вы его хотите пустить, чтобы вот, а там уже подхватят якобы уже эти. Ничего они не подхватят. Это очень нечестно. Это очень нечестно то, что вы делаете по отношению к народу. И вся эта лапша про парламент, про парламентскую республику, о том, что парламент это панацея, для чего? Вот на этом противоречии, противопоставляя, Халмурат, ты идешь на очень опасный, на очень циничный шаг. Ты прикрываешься парламентом, что якобы за ним есть спасение. И что, потом будет благополучие, народ вместе будет жить? А? Ты теперь будешь от каждого вилаята, да? Парламент будет представитель, и ты уже все объяснил. Во-первых, как я себе понимаю, никаких вилаятов быть не должно. И правительство давно везде, во многих государствах работает электронное правительство. Интернет идет.
Вы не очень хотите ссылаться? Вот ты говоришь, что там, значит, вот я работал, никто не поддержал, а много ты ссылаешься про эту информационную войну. Ты просто сказал Илон Маск. Ты сам такой же. И вот это вот теперь, сейчас, когда идет вот это вот всемирная паутина, уже идет электронное правительство. И никаких вилаятов быть не должно. Ты сам рассказывал, как вы делали, как диктатура строилась. Как Пуханов ходил там, как этот Онжик Мусаев облизывал руки, глаза вытирал себе. Как Мутаев говорил, Сапар Атаевич, у меня мой народ видел хана. Скажу не ходить в туалет, недели не будут ходить. И теперь отныне только экузы из йомутского племени будут править в Ташаузе. Что, этим разве закончится? Вот вы, скажем, ты мне вот твоя цель взять, поставить сейчас 4 региона против одного, против Ахала. Ты просто это называешь парламентом. Это не парламентаризм. Это твоя такая, знаешь, вот твоя заумность. Ты думаешь, что ты один умнее всех. Да, это твоя замаскированная подлость. На самом деле ты преследуешь другую цель. Ты хочешь быть вот среди йомудов таким известным человеком, который наконец-то к этому привел. Ну хорошо. Вот Балкан, предположим. Но вы же между собой не можете разделиться. Вы нормально с собой-то. Один Атабай, другой Джафарбай. А как быть с этими, с гёкленами, с карадашлинцами, с нохурами? И с ними как быть? Или в Ташаузе. Там 3 региона йомудов. Тахта, Гуодар, Туркменбаши. Ну еще Куня-Ургенч тоже в перемешку. А Актепе это емрелинцы, а Еланлы это карадашлинцы, а Калинин это Човдур, Игдыр, Авдал. И почему это вы, йомуды, будете за весь вилаят отвечать, а они когда? Поэтому я считаю, никаких вилаятов не нужно. Хватит этих административных подразделений. Кормить там еще вот эти, в каждом 5 вилаятских администраций. Хватит их кормить. От каждого трапа 1 человек, в лучшем случае, а так можно даже и от села. Вон по скайпу разговариваешь и прекрасно все общаешься. Я считаю, что будущее за этим. Поэтому, ты знаешь, говорить о том, что вот тот регион будет, этот регион парламентский. Парламент – это самая опасная форма организации государственного устройства в условиях разрухи экономической, в условиях межплеменной розни. Это всегда хаос, война и кровь. А тот, кто призывает к этому, имеет свои личные цели. Ты свои преференции умело скрываешь. Я понимаю тебя, Халмурат. И тебя прекрасно понимаю, Сапар. Теперь к этому разговору же, вот еще, кроме этого, вмешался здесь еще, есть у нас такой мошенник, Сапар Мурадов. Он там говорит, как он пугал за то, что вот, значит, как его, я или Юля, мы говорили, вот, значит, мы поднимаем вопрос о межплеменной розни. Он на нас прокуратура, иди подавай, иди еще раз подавай, по 10 раз подавай, сиди на месте, не дергайся, маты. Понятно? Ты нас не запугаешь. Я вот вот сколько я говорил о межплеменной розни. Понятно? Это как раз из того анекдота. Ваня сидит в школе, и там учительница говорит, дети, называйте, говорит, как на букву Ж, давайте предметы, там желтый, желудь там и так далее. А Ваня говорит, жопа. Она говорит, нет, учительница. Ваня, такого слова нет. Он потрогал задницу, говорит, как, говорит, жопа есть, а слова нет. Ты как хочешь.
Ты о чем говоришь? Максат? А? Ты лучше не рыпайся, и будет тебе счастье. Понял? Ты меня не напугаешь никакой прокуратурой. И будет у тебя счастье. Вот. Есть такое стихотворение. Я вот Бердназар Худайназарова, честно говоря, особенно и не хотел читать. Но когда я был в Вадан-ДП, нам давали книги вот с этих библиотек. Вот нам приносили книги из различных этих, вот там вот из колхозных библиотек там и так далее. Старые. И вдруг вот Бердназар Худайназаров. Ну делать нечего, вот берешь, читаешь. Но вот одно стихотворение мне там, оно понравилось. Не одно. Я вообще считаю, что как поэт он, наверное, даже сильнее, чем Керимова, Керим Курбанипесов. Вот на мой вкус, я вот так считаю. Так? У него есть стихотворение, которое называется «Айвиок». «Карып қатып шынлатының яланы, зайыланлық ине шолбыр яманы, диен сөзің doğru болса болоны, сақынаның сақоғланың айвиок». То есть мы перемешали правду и вранье, ложь, мы все перемешали. И вот этим мы себя низвели до низа, то есть мы обесценились. Если ты говоришь правду, действительно правду, не важно, что ты заикаешься или не заикаешься, лишь бы это была правда. Поэтому я вам говорю, давайте прекратим врать. Давайте прекращать политическое лицемерие. Еще один маленький вопрос, я просто его вскользь задену, потому что к нам обращаются, говорят, вот, Гела, говорит, а как вот работать, за нами следят, и как вот это вот, значит, вот как быть с этой конфиденциальностью, как быть вот с тем, чтобы нас все-таки не видели. Первое условие, я обращаюсь ко всем к вам, мы будем еще дальше вам об этом объяснять. Значит, первое условие. Вы не должны разговаривать по телефону номеру Туркменистана, если вы связываетесь с нами. Так? Есть WhatsApp, есть Telegram и так далее, но желательно, чтобы это был номер не туркменский, чтобы геолокация была другая. Это раз. Потом есть такая система Proton Mail. И вот если вы хотите писать письма, есть такая система Proton Mail. Они ее не могут расшифровать. И ближайшие до 30-го года никто не расшифрует. Вот этим пользуйтесь. Потом очень важно еще, я хочу обратиться ко всем, если вы, например, разговариваете, во-первых, это должно быть, соблюдайте конспирацию, не подпускайте к себе чужих людей. И если вдруг вас вызывают, вы что-то там делаете, вызывают, скажем, в прокуратуру, МВД, КГБ или еще что, во-первых, должна быть повестка. Так? Если вас вызывают, вы снимите вот эту повестку. Кроме того, у вас обязательно должен быть дублер, доверенное лицо. Это может быть из семьи или еще кто-нибудь. Поэтому вы снимаете эту повестку и маленький ролик делаете. Вы говорите, я такой-то, такой-то. Вот меня вызывают туда-то. Я обращался по такому-то вопросу, сейчас меня вызывают. Я иду, сегодня такое-то число, так? Я иду по такому-то адресу, моя фамилия такая, имя такое. Если я вдруг не приду, то о том, что я, значит, пропал или меня не выпускают, вам сообщит мое доверенное лицо. Вот он. И вы показываете этого человека, так? Показываете лицо этого человека. Этот человек должен знать наш телефон, наш контакт. Дайте этот контакт. Если вдруг будет незаконное задержание или еще какие-нибудь попытки давления на вас, психологического, физического и так далее, ну тогда мы имеем полное право подключаться сами и подключать международные правозащитные организации. Имейте это в виду. В дальнейшем мы тоже будем об этом рассказывать и будем, так сказать, осведомлять вас о новых формах защиты вашей информации, как работать и так далее. Всем большое спасибо.
Halkın hakkı var. Народ имеет право. Adam yolu, adat yolu, atlananın